немножко, может быть, отвлечемся от очень глубоких медицинских тем. Но вот я хочу сказать, что я человек далекий от медицины, и у меня гуманитарное образование, я англоязычная, всю жизнь проработала, значит, на международной ниве, и какие-то годы немножко работала в органах власти подносчиком снарядов, и поэтому как бы знаю, как строится государство и вообще вот эта вся политика как ведется. И меня привело вот в вашу среду то, что я заболела онкологией. Это было 9 лет назад. У меня был рак желудка, тотальная гастроктомия, очень агрессивная химиотерапия, и мой вес был 38 килограмм после 74. И, в общем-то, еле-еле я выкарабкалась, и потом, значит, я начала думать, как не приду в Якутске к врачам и говорю, вот мне плохо, там то все, а мне говорят, вам все сделано, вам операция сделана, химия сделана, что вы еще от нас хотите? Я никак не могу понять, почему мне никто не помогает, как бороться с рвотой, как это слабость, я падаю, 4 ребра сломала при одном падении, при втором падении сломала копчик, при третьем падении сломала себе башку, так что у меня шишка до сих пор на затылке стоит, да? И я думаю, ну неужели мне никто не будет помогать? И я поняла, что мне на самом деле никто не собирается помогать. И не потому, что это наши врачи не хотят, а просто потому, что это не предусмотрено, оказывается, нашей политикой здравоохранения. На диагностике деньги есть, на лечение страшное дело. Это я посмотрела, боже мой, думаю, мне дочь моя говорит, ты не смотри лучше это. Какая тяжелая у вас работа у хирургов, у врачей. Это просто страшно. Но после того, как вы нас спасаете, вы даете нам шанс на вторую жизнь, мы предоставлены сами себе. Никто с нами не работает. Участковый врач сидит и глазами хлопает и говорит, вот если бы у вас был бронхит, я бы вам помог, вот если бы у вас была ангина, но у меня не бронхит, у меня рак. Значит, куда ни придешь, значит, мне кто-нибудь поможет, никто не собирался помогать. И действительно я поняла, что, видимо, надо хвататься и надо спасать себя. И когда я дошла до 38 килограмм и уже не могла вставать к столу, кушать, я поняла, что я умираю, и моя семья точно будет скорбящей. И, значит, спохватилась и начала искать реабилитационные центры, которых в России нету, и меня на ноги поднял, спас меня китайский профессор-онколог в Харбине, и, слава богу, был прямой рейс, за 2 часа долетели, и я 2,5 года летал в Харбин к этому профессору, который травами меня вытащил и наладил мое пищеварение. И после этого я подумала, а сколько людей еще кроме меня так страдает? Я же не одна такая. У нас что, рака нету, что ли? Все же раком болеют, онкология захлебывается. Вообще, вот это, я помню, это страшное здание, да? И это битком народу, к одному онкологу человек 50 сидит. Это как надо работать для того, чтобы вот этих тяжелых больных всем доброе слово сказать? Сказать, что у тебя рак, будешь жить, не будешь жить, это просто ужас. Так. И, значит, я написала книгу через 7 лет после этой беды. Эта книга называется «У меня настанет день». Настанет день, это значит, или я полечу туда, или я здесь останусь с вами, как говорится, жизнь покажет, да. И эта книга, между прочим, нашла очень широкий отклик среди читателей, и она расходится очень хорошо. Мне люди звонят, а почему не по-якутски написала? Давай напиши по-якутски, мы тут в деревнях хотим тебя по-якутски читать. Потом, значит, врачи, медицинские работники. И эта книга даже дошла вплоть до Техаса, до штата Техас, до штата Аляска. И все читают, и мне оттуда такие вопросы задают. Говорят, вот ты написала на такой-то странице такие-то слова, пожалуйста, объясни. И мне приходится сидеть и до сих пор еще объясняться в этой книге. Так, и мы решили создать, когда была презентация книги, здесь картинка пролетела, значит, клуб Ротари города Якутска решил начать проект «Антирак. Поддержка выживших». И именно на базе моей книги, потому что главным редактором книги был президент клуба Ротари. И когда вот мы начали этот проект, ой, конечно, значит, мероприятия вот такие же, вот как у вас, Ирина Владимировна, значит, встреча психологов нету, а на самом деле выжившим нужен не психолог, а, наверное, онкопсихиатр.
Скорее психиатр нужен, потому что у нас последняя встреча была не психологом, а психиатром. Это вот моя сестра, которая сама пережила 2 рака, и которая является психиатром с огромным опытом работы. И эта встреча, если сравнить со встречей со психологом, была совершенно другая. Люди не хотели расходиться, каждый раскрылся, каждый хотел что-то сказать. И, в общем, я действительно, Елена Николаевна, понимаю, что подумайте о том, что больше психиатры нужны. Потому что у нас вообще вот тут все меняется, вот тут в башке. И, конечно, эта психика у нас меняется. Это значит, мы до онкологии были одни люди, амбициозные, такие гордые, 75 килограмм веса, значит, да. А после онкологии уже ты совсем как столкнешься там с этой бедой, и уже ты другой человек. И вот мы проводим, вот это психологические встречи очень нужны. Потому что каждый со своей бедой дома один. И потом у якутов еще такой характер, знаете, вот держи, доча, я свои подсказки не буду смотреть. Значит, у якутов еще такой характер, да, мы все скрытные, мы в основном интроверты. И вот мне, например, говорили даже мои родные: ты почему, значит, говоришь про свою болезнь? Надо молчать, чтобы не вернулась там, то все. И вы знаете, на самом деле, вот мы 9 месяцев молчали, прятали свои телефоны, никому ничего не говорили, все в строжайшем секрете, все и родные сказали молчать. А потом, когда я начала говорить, и когда я начала рассказывать про свою беду, мне, знаете, как стало легко. И я нашла таких же людей, как я. И мы с ними начали общаться. Ой, оказывается, это уже 10 лет живет, это уже 15 лет живет. И вот это очень вдохновляет людей. Поэтому вот это вот еще вот эта трудность, психологическая трудность, вот именно вот чисто наша вот якутская вот эта скрытность и наш характер. Потом, значит, вот социализация. Многие же сидят дома, многие никуда не выходят, кто-то стесняется своего веса. Я очень стеснялась, когда была 38 килограмм веса, я очень стеснялась. Меня никто не узнавал на улице. И многие сидят, у кого, значит, с грудкой проблемы, у кого там с кишечником, у кого с желудком, значит, и все сидят, и их надо выводить на улицу, их надо выводить в люди, им надо показать, вот город, смотрите, какие объекты показались, смотрите, вот, значит, у нас даже учатся рисовать, у нас даже вот на выставке ходим, и нам повезло тем, что наш партнер, Национальный художественный музей, наши встречи все проводятся в красивом здании музея, в красивом зале. Это тоже людей вдохновляет. Люди, знаете, что вот на встречи не хотят приходить ни в больницу, ни в онкодиспансер. Вот то, что связано с больницей, люди не хотят. А в музей и на концерт они идут с удовольствием. Вот мы очень благодарны нашему музею. Потом, знаете, вот встречи с онкологами. Мы обязательно встречи с онкологом делаем, потому что к онкологи у наших людей всегда найдутся вопросы. И когда мы пишем, что встреча с онкологом, тогда много народу приходит, у каждого свой вопрос, и каждый норовит свой вопрос задать. И слава Богу, Лена Николаевна, Туяра Егоровна, вы нам всегда помогаете, выделяете людей, выделяете врачей. И ребята такие приходят, такие прямо вот достойные, такие спокойные. И вот на них посмотришь и думаешь: Господи, наша жизнь все-таки в надежных руках. Потом, значит, по питанию. Вот по питанию это целая проблема. Например, у меня желудок, у меня тотальная гастректомия. Я уже вот сейчас очень голодный, и у меня скоро вот так трясется, потому что я уже 3 часа не ела. Так, и вот, значит, а что кушать, как кушать, чего кушать? Этому тоже нас никто не учит, диетологов-то нету. Специалистов, которые по онкологии помогают, как выживать, тоже нету. Психологов нету, вот этих нету, того нету, всего нету. И потом, например, вот массажи, вот эти всякие физиопроцедуры, ходьба, физкультура, она тоже нужна. Но почему-то в России у нас не разрешают массаж делать. Мне мой китайский профессор сказал, что даже нужно делать массаж конечностей, спины, обязательно надо себе помогать. И я теперь, значит, это регулярно нашла, ну хорошо, девочка под меня настроилась, но не может же каждый человек под кого-то настраиваться. Поэтому тоже вот это специалисты в этом направлении тоже очень нужны. И поездки в санатории. Например, я вычитала совершенно случайно
совершенно случайно, что, оказывается, значит, украинский профессор один, после того, как делает операцию на желудке, на кишечнике, он отправляет своих пациентов в Ессентуки на воды. Я вот это взяла на вооружение, теперь я в год 2 раза езжу в Ессентуки и призываю всех своих выживших, которые к нам ходят, что давайте, ребята, не сидите. Они говорят, а нам не разрешают. Я говорю, неправда, возьмите любую путевку, которая не связана с лечением, возьмите отдых, приедете туда, водичку попейте, хорошо попитайтесь. И вот это вот Ессентуки меня, например, очень поддерживает. Так, но мы начали на голом месте, без рубля в кармане. Это все от нас никаких затрат не требует. Этим занимаются люди, которые совершенно далеки от медицины. Например, вот здесь сидит Мария Гаврилева, она, например, адвокат. Здесь сидит вот моя дочка, она, конечно, вовлечена в вот эти все дела уже 9 лет. Она экономист, кандидат экономических наук. У нас журналисты, у нас финансисты, предприниматели, люди совершенно далекие, но вот они объединились и для того, чтобы вот помогать именно выжившим. Так, значит, за это время, может быть, у нас человек 200 уже получили помощь. Мы работаем где-то уже 8 месяцев, в месяц встречаемся 2 раза, потому что все люди очень занятые. Значит, и человек 200 уже к нам обратилось. Мы считаем, что это нормально. Иногда бывает 5 человек, иногда бывает 15 человек. И, конечно, это никто не ждет, чтобы у нас прямо полный зал выживших был бы. Такое не может быть и не бывает. И чем мы можем похвастаться? У нас хорошие международные связи. Я вот уже сказала, что я англоязычная, поэтому мне это очень легко, чем, допустим, с нашими властями здесь по-русски разговаривать, лучше там, значит, поговорить. И за это 8 месяцев мы отправили 8 человек, уже, значит, побывали по нашей линии в США, 3 были на Аляске. Они там прямо конкретно работали, смотрели, как работают с выжившими. Целую неделю ходили, им все рассказывали, им все показывали. И особенная наша гордость – это ребята, которые при помощи программы «Открытый мир» мы смогли собрать 5 человек, ребят, которые работают именно в онкологии, и они попали в знаменитый центр Андерсона в штате Техас. И вы знаете, эти ребята конкретно, вот кто здесь, Петр есть, да? Он на операцию поехал. В общем, 2 медсестрички и 3 врачей. Это вот наша действительно особая гордость. И когда они приехали, вернулись сюда, я лично получила вот от тех людей, которые помогали организовать эту поездку, восторженное письмо, что вот спасибо, что вы прислали нам таких хороших специалистов, таких хороших докторов, онкологов, таких хороших ребят, что их пребывание превзошло все наши ожидания, что особенно они нас поразили культурой, образованием, своим профессионализмом, своим вот этим тактичным поведением. Наши ребята просто их всех, вот, как говорится, положили на лопатку. А все думают, что вот обязательно в Америке там хорошие врачи, обязательно в Израиле, да, обязательно куда-то в Германию надо ехать. А на самом деле, вот вы сидите, наши спасители, наши ангелы-хранители, и вот надо им поклониться, и надо поддерживать своих, и работать только со своими. Ну, а если мы, вот слово реабилитация, вот сейчас Путин же обратился, что вот после того, как Путин сказал, что будет по онкологии работать, все, кому не лень, начали уже бросились, да, ну и слава Богу, лишь бы польза от этого была. Но опять же, нигде нет слова реабилитация. И диагностика, ранняя диагностика, лечение, вот это все, это страшно, это ваша работа. А как-то ваша работа, то, что вот вы спасли нас, это все может пойти на смарку, если не будет реабилитации. Потому что люди, я же чуть не умерла от химиотерапии. Это был побочный эффект химиотерапии, отвращение к пище. И я не могла вообще кушать, да. Это я бы умерла, и другой бы умер, там 3-й бы умер. То, что вот вы сделаете, надо, чтобы реабилитационные службы поддержали и продолжили, чтобы нас вернуть всех к нормальной жизни. Все, спасибо большое за ваше терпение. Спасибо большое
уважаемая Катерина Капитоновна, уважаемые коллеги, но я думаю, что выступление было очень замечательное, такое от всего сердца, от души. Но вот есть вопросы к Катерине Капитоновне? Значит, наверное, я хочу дополнить, сказать, что в августе приедет Стив Ешида. Он очень хорошо. Да, 19 августа по 25 число. Он сейчас неистово борется за улучшение отношений между Россией и США. Но я хочу его втягиваю в нашу программу для помощи выжившим на реабилитацию, потому что у него огромные связи, и мы должны его хорошо принять. Обязательно. Мы к вам его приведем, вы его хорошо примете. Конечно. А землю привезет с Хиросимы? Немножко земли с Хиросимы? Семена? Да, высаживать будем. Мы очень будем высаживать это. Мы семена уже посеяли. Вот этих двух деревьев, да, ну там много семян в ботаническом саду, и мы должны, вот эти ростки должны взойти, мы должны их посадить. Почему Хиросима? Дело в том, что это японец, этнический японец, но он гражданин Америки. Ну, вы знаете все историю с Перл-Харбор, да? Когда, значит, японцы разбомбили всю эту воздушную базу американцев, и Америка, значит, Рузвельт, испугавшись, что японцы там такие страшные враги, они их всех отправили в концлагеря. И мы не знаем, многие не знают, что в Америке были концлагеря, все думают, что только в России и в Германии были концлагеря. В Америке тоже были концлагеря, и этот Стив Ешида родился в концлагере. И поэтому сейчас он, значит, не хочет, чтобы... Он говорит, страна, к сожалению, очень близко к военным действиям, поэтому, значит, надо бороться. И вот он приедет пересаживать вот это деревья Хиросимы. Это он нам дал семена деревьев, выживших после бомбежки Хиросимы. А нынче годовщина вот этой вот бомбежки Хиросимы, и вот, значит, вот это вот такое событие. Но я его из борьбы за мир хочу перетянуть в нашу беду, значит, в нашу онкологию. В нашу борьбу. В нашу борьбу за жизни, и вот примите. Хорошо, спасибо большое, Катерина Капитоновна. У Катерины Капитоновны сегодня очень насыщенный день, она выступила у нас и скоро пойдет выступать на симпозиуме у наших медицинских сестер, а не в другом здании. Огромное спасибо, низкий поклон, всегда очень приятно работать. Кто кого поддерживает, скорее всего, Катерина Капитоновна нас поддерживает, потому что благодаря ей наши коллеги-онкологи поехали, съездили, вот увидели работу Техасского онкологического центра, одного из лучших онкологических центров Америки. И, конечно, огромная благодарность. Спасибо вам большое. Уважаемые коллеги, вот первая часть у нас